самый идеальный вариант. Это, конечно, редко бывает. Послушал, заключил контракт с нами, да, и сразу начинает работать. Сразу. 100%. Это очень редко бывает. Но бывает. Еще есть второй вариант. Человек начал работать не сразу. Хочет работать у нас в компании, хочет работать. 100%. Да. Мне нравится. Но не может сразу. Не может сразу работать. Из-за обстоятельств. Может быть, в предыдущей компании, когда узнает, ее терминируют. А может быть, у человека другой бизнес. Другой бизнес. Например, история, да? Не может сразу, но хочется, правда? В этой ситуации что с ним будет делать? Что делать будем с ним? Бить? Бить? У нас, например, у нас есть, конечно, для лидеров это легче с ним работать, легче. Да. С вами это труднее, потому что у вас другой бизнес. У нас лидер в другой компании. Она в другой компании получает чек 400 тысяч рублей. 400 тысяч рублей. Но все равно у нас работает. Но так, потихоньку. Я спрашиваю, когда вы активизируетесь? Она ничего не может говорить. Через полгода. Я ей говорю, давайте точно решите или не решите здесь работать. Если не решите работать, тогда я не буду тратить время на вас. Я скажу, если вы не начнете работать, все равно наши люди перетаскивают ваших людей в нашу компанию. Вы станете солдат, генералом без солдат. Она послушала меня, звонит своим людям из другой компании. Сказала, мы уже работаем, компания новая. Вот. А отсюда она начала активизироваться. Уже боится. Надо им так говорить. Не хотите работать, все. Наши люди все равно ваших людей переподписывают. Уже от вас не зависит. Может быть, его сдвинет этого с его мертвое место. Но теперь этот человек уже закрыл уже 10-ю степень. А благодаря этому я закрыл 4 листы. Одну фразу. Я тоже мучился не полгода. Не нашел подход к ним. Вот сегодня мы говорим лидера, надо найти подход к человеку. Не надо жаловаться, не надо говорить, что человек плохой. Значит, мы не нашли подходящий подход к ним. Я думал, вот, нашел это, и она начала активизироваться. Уже без меня начала работать. Вот, закрыл 4-й степень. Нет, 4-й степень. Там 10-й степень. Тем более, она быстро начала. Сегодня мы вам говорим, что вы должны найти подход к человеку, найти важный момент, зажать его. Это наше лидерство. Это второй момент. Третий момент. Человек, может быть, не может 100% работать. Почему? Он говорит, буду стараться. Получается или не получается, не знаю. Такое есть? Да. Получается, не получается, не знаю. А четвертый вариант, да. Что он будет говорить? Попробуй этот бизнес. Пробовать этот бизнес. Получится, не получится, тоже не знаю. А сегодня наша задача с этими людьми работать, которые человек хочет постараться. Он говорит попробовать. Почему он так говорит? Мы должны, как лидеры, копать эту истину. Почему он так говорит? Самые главные причины какие? Вот правильно. Вот. Здесь сомнение. Здесь у него нет уверенности к нашему бизнесу, нет.
Стоит ли ему работать в нашей компании? Хороший ли это маркетинг? Хорошая ли продукция? Хорошая ли компания? У него нет уверенности. Поэтому он не сомневается. Попробуем, постараемся. А наша задача на это обучение, чтобы давать этим людям именно уверенность. Уверенность в чем? В нашей компании, в нашей продукции, в нашем маркетинге. И после этого человек может быстро принять решение. Чтобы человек дали человеку уверенности, мы должны рассказывать преимущества нашей компании, преимущества нашей продукции и преимущества нашего маркетинга. Его уверенность приобретается только за счет преимуществ. Другого нет. Преимущество. Это важно рассказывать. Может быть, человек не работал как в сетевом бизнесе. А стоит ли ему бросать свой традиционный бизнес и полностью работать в сетевом бизнесе? А человек работал как сотрудником компании, никогда не работал, не имея свои дела. А стоит ли ему строить новые дела? Стоит ли ему? Мы должны тоже им показывать преимущества. Поэтому на сегодняшний день наш век построен на 7 тем. 7 тем. Да. Первая тема, мы должны показывать, человек работает, например, не все работают в сетевой компании, не все лидеры там. Есть люди, которые работают как на государственной должности, или какой-то компании работают сотрудником. Мы должны им показывать, что личные дела лучше, чем наемный труд. Почему лучше преимущество? Ему надо показывать. Человек строит традиционный бизнес. Мы должны ему показывать, что сетевой бизнес лучше, чем традиционный бизнес. Да. Человек хочет работать в сетевой компании. Хочет сетевой работать в компании. А как выбрать сетевой компании? По каким параметрам? Почему мы должны работать в компании новая? Как выбрать сетевой компании? Мы должны ему показывать. А выбор нашей компании, мы должны показывать, что преимущество нашей компании, а преимущество нашей продукции и преимущество нашего маркетинга. А как он будет работать? Командой надо рассказывать ему про эту систему обучения. 3 семерки, что он здесь не работает не одиночно. Да, вместе помогаем, система помогает ему это работать, тоже помогает. Вот 7 тем у нас есть это, мы должны обзорывать это. Сегодня я не буду вам говорить, почему личные дела лучше наемный труд, почему сетевой бизнес лучше сетевой бизнес. Вы можете почитать по книгам, там все есть, чтобы не тратить время. Да. Но я сегодня буду говорить, что как выбрать сетевую компанию. На сегодняшний день у нас 1 миллион компаний. 1 миллион компаний. Почему мы должны выбрать вашу новую эру? Почему мы должны выбрать компанию вашу новую эру? Почему? Почему вы работаете у нас? Потому что государственные. Государственные? И все? Получается, в мире человек только один выбор. Другого выбора нет, только новая эра работает. По этим параметрам. Государственные все должны здесь работать, что другие компании не надо существовать. Другие сетевые компании. Природные. Да. Мы говорим, что у нас есть 7 параметров, что выбрать сетевую компанию. Сетевую компанию выбрать есть 7 параметров. Первое – это легальность. Что мы должны позиционировать компанию легальная или нелегальная. Легальная как заключается? Есть сертификат на продукцию. Да? Это в первую очередь. А продукции полностью раздоборной или продукции серой продукции. Это тоже важно. Сегодня получили продукцию серой, завтра накрыли, все, какой у вас легальный бизнес. Сегодня мы вернемся к новой эре. Мы говорим, что на нашей продукции, на каждой продукции есть
Сертификат. Сертификат. Мы работаем только по принципам сертификации. У нас в Китае много продуктов, я вам говорю, очень много. 130 наименований. Когда мы изначально работали в Питере, у нас были 40 наименований продукции. Вы представляете, 40 наименований. А когда приехал президент в Россию, он приехал в офис, он видел, откуда у вас столько продукции. А? Вы что делаете? Вы купите наш бизнес. И президент говорил, все надо арестовать. Нельзя ради прибыли и продавать продукции не сертифицированные. Нельзя. Это такой подход. Эту продукцию отправили нам в Тихове наши спонсоры. А президент не знал. Когда он видел, все арестовал нашу продукцию. Сказал, нельзя нарушать закон. Наша компания государственная. Видите подход? Я работаю тоже в другой китайской компании. Я знаю много других китайских компаний. Им лишь нужно прибыль, продавать. Им не важно какой-то сертификат. Несчастный сертификат. Да. Они лишь торговать прибыль. А наш другой подход к этому бизнесу. Мы хотим строить именно легальный бизнес на 100 лет. А не просто продукты есть, давай будем торговать, получение прибыли. Нет. Нет. Чтобы вы сегодня это тоже поняли. И наши продукции, мы говорим вам, 100% разработанные продукции. Пошлины, 100%. Я им говорю, вы дураки. В России можно избежать налогов. Можно же немножко похитрить. Половина серый, половина белый. Я им говорю, давайте по деньги сэкономим. В России же можно. Это же другое государство. Правильно? Можно хитрить. Половина белый, половина сказал, нет. Вот видите принципиально. Я сам тоже от этого офигею. Что у них такие у них в голове другое. Они как и чиновники, они думают по-другому. Никто не хочет взять ответственность, чтобы нарушили закон. И потом их наказывать. Можно потерять на должность. Деньги же не их деньги. Поэтому им пофиг. Лишь бы заплатить деньги, лишь бы были стабильность. Но это для нас это хорошо? А? Чтобы наша компания не как спекулянты. Уровень государства. Они думают, по крайней мере, что они хотят соблюдать закон. Это самое главное. То, что они медленно работают, да, это уже наша задача, их пинать. Легальность. Это очень важно. Я когда в прошлый раз, я помню, в октябре я проводил пример. Да? Мы быстро начали развивать наш бизнес. В Питере есть некоторые там злые люди. Писали жалобу об этом. Что у них присутствует есть чудодействие, может быть там наркотики. Об этом пришли, закрыли офис. Вы видели все наши продукты. Вывезли. Потом через несколько дней вызывают нас. Приходят к ним. Они говорят, давайте нам взятку 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей спрашивают. А я знаю по практике других китайских компаний. И сразу же деньги давали. Потому что у них продукции серые. Сертификат может быть есть, но продукт серый. Но придется деньги давать. А наша компания другой. Когда мы посоветовались у юриста, наняли юриста, он посмотрел наши продукции. Сертификат есть. Продукции первые. Мы не избежали налогов. Так что мы будем платить? А если мы этот раз будем платить, через 2 месяца они опять будут. Потом он говорил, не надо платить.
А второй раз пришли, они видели, мы пришли с юриста. Они уже говорят, давайте не миллион, давайте 400. 400 тысяч рублей, все, добейте свои продукции. Ну хорошо, мы нашли грамотный юрист. Он сказал, не надо, не надо, у вас ни за что платить. Это государственная халатность, наша власть. Взяли, не надо давать. Оказывается, они хитрые, они взяли нашу лицу со СМИ, да? Какой-то лабораторию, сделали анализ. А пришли анализ, что там нет никакого чудодействия, нету никакой наркотики. А после этого, когда они получили анализ, мы приходим к ним, они говорят, что теперь мы понимаем, что ваша компания серьезная компания. Нам не надо 400 рублей, купите нам 2 принтера. Принтера купите нам 2 принтера. Мы ради приличия убили 2 принтера. Все. То это легальность нашего бизнеса. Мы не просто кричим, что мы строим бизнес можно на долгие лет. Легальность. Да. То, что вы должны проверить компанию. В первую очередь. Легальность. Легальность. Второй параметр. Да. Второй параметр. Надо посмотреть, что мощность. Мощность компании. Мощность компании заключается в что? Капитал. Компания. И место в мире компании. Это место в мире компании. Капитал компании у нас сколько, мы говорим, большой холдинг. 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов долларов. Место в мире у нас уже 17. Правильно? Вот мощные компании. Мощные компании. А если только по этому параметру мы будем судить твою мощность, то, например, на сегодняшний день Amway намного мощнее, чем мы. У них первое место в мире, капитал больше, чем мы. А почему мы не работаем в компании Amway? А? Так. Вы все знаете. Теперь уже третий параметр. Третий параметр что? Перспективность. Перспективность. Перспективность у нас больше. Перспективность, как заключается перспективность? Это процент занятости рынка. Процент занятости. Да. Занятость, вы все знаете, да, у них большой, да? Процент занятости. У нас какой? Почти 0,5, даже нет. Нулевой. Пустой рынок. Пустой. Есть где отдыхать, там нам бежать. А мы там много народу наверху сидят. Вы внизу, вас задавят. Поэтому у вас там нет возможности. Нет возможности. У нас еще много городов, мы еще не ездим. Еще не ездим. Какой потенциал? Это важно. Я вам сегодня говорю, что у нас перспективность очень большая. Потому что пустой. Количество конкурентов тоже мало. Между структурами. Параллельной структуры почти нет. У вас, Якутия, у нас одна структура у вас почти. Одна структура. Саша, Александр и Лена, нет. Других веток почти мало. Вы король Якутии. Попробуйте еще другие ветки будут много. Вот вам трудно будет работать. Труднее. Вот видите. Количество конкурентов почти нет. Кайфуете или не кайфуете? Чувствуете себя хозяином этого бизнеса? А? Или не чувствуете? Лена, чувствуешь или нет? А? Чувствуешь?
мы говорим, внутри компании нет. Нету параллельной веры. Другие какие компании, это что мы своим преимуществом их все задали. Здесь страшно, ничего страшного. Мы не боимся конкуренции. Мы не боимся. А когда внутри конкуренции, мы уже боимся. Потому что на одинаковые условия, одинаковые продукты. Понимаете? А другие компании что? У нас лучше. Перспективность большой. Посмотрите, что компания четвертая, международность. В международной компании мы говорим, чем нам лучше, мы можем делить процент. Делить процент от мирового оборота. Процент от мирового оборота. Процент от мирового оборота. Да. Я вам говорю, многие китайские компании тоже есть. Тоже есть. Но, например, 9 солнце есть в вашем городе? А? 9 солнце, знаете? Вот в Москве есть. И одна женщина, да? Она там начала работать в этой компании. Год. И закрыли высокой степени. А потом делила мировой оборот. Вы знаете, сколько денег? $10. Она говорила, все, мне не нужен ваш бизнес. А вернулись, работайте в компании новая. Многие бывают заманчивые, что международный оборот делить. Если там нет, что там делить? Правильно? Но у нас есть. Я вам говорю, я вчера вам говорил, я получил 1,8%. Какую сумму кто запомнил? Пятый, это, как говорили, стабильность. Стабильность, мы говорим, конечно, есть частные компании, есть государственные компании, это тоже важно, чтобы иметь стабильность. Да? Как государственная компания работает в первую очередь для имиджа, а потом прибыль. Вы это ощутили это или нет? А? В первую очередь имидж, потом прибыль. Мы почему? Вот я вам скажу. Вы знаете, что у нас ноябрь, кризис у вас, ноябрь, декабрь, январь. За 3 месяца мы не подняли курс. Курс на 35. Я очень верю, что на сегодняшний день это самая последняя сетевая компания новая, которая подняла свой курс на российском рынке. В январе 35, по 35 рублей $1. Ни одной компании нет. Нет. Мы сами последние. Посмотрим. Мы делаем объем, например, были там $700 тысяч. $700 тысяч. Раньше компания получила по 75, $700 тысяч, по 35 получили $700 тысяч объем. А когда в январе у нас курс был почти 60 больше, это деньги, вот выйдет почти $360 тысяч. Компания выйдет сколько? $300 тысяч. А все равно компания держала. Уже не важно уже прибыль, а важный имидж. Людям, именно важный имидж. Вот поступки компании мы это ощутили, что когда важный момент, мы познаем компанию. Когда важный момент, мы в беде, мы познаем человека, да? Хороший или плохой. А в кризисе мы познаем компанию, хорошую или плохую. А кризис, компания новая, очень положительно показала своим директорам свои поведения, что мы стали самой последней компанией, которые подняли курс. Да, в январе, на феврале другой курс. Но в январе ни одной компании не было курс по 35.
найдете, там $1000. А шестая еще культура. Культура и философия компании, это тоже важно. Вы строите бизнес, да. Если у вас 100 лет бизнес, у вас нет культуры, нет философии, да. Это невозможно. Это невозможно. Философия нашей компании какой? Мы говорим здоровье дороже богатства. Вы заметили, что китайцы, у них глаза черные. Глаза черные. Американцы зеленые глаза. Потому что они дорого думают о долларе. Да. У них богатство дороже здоровья. А у нас наоборот. У нас здоровье дороже богатства. Поэтому у нас глаза черные. У них зеленые. Мы недолго думаем о деньгах. Еще о здоровье. Когда здоровье есть, все можно построить. Правильно? Когда у вас деньги есть, когда у вас рак, что нам поможет? Чего не поможет? И самое последнее, что мы говорим, это бизнес можно передавать поколение. Можно бизнес несколько поколений. Это важно. Да. Это есть живые слова. А любой компании есть. Тоже есть передавать бизнес несколько поколений. Для вас это не новое слово, правильно? А самое главное, есть чем передавать. Это первый вопрос. Есть. Второй вопрос, чем передавать? Есть ли что-нибудь передавать? Когда я отмечаю, что мы работали в компании Тенши. Строили, у них тоже есть передавать бизнес несколько поколений. Когда вы строите большую структуру на 10 000 человек, когда у вас денег нету, что вам передавать людям, своим внукам? Ничем передавать, ни с чем передавать. Это просто пустой лозунг. А в нашей компании, когда вы станете лидером, вы получаете по 200, по 300 тысяч долларов, есть чем передавать. Это отличие сути нашего бизнеса. Я когда в ноябре на обучение был, один молодой человек, ему 27 лет, мне сказали, я спрашивал у других, какой университет? Они говорят, у него 3 звезды. 3 звезды, 27 лет. Как вы думаете, хорошо? А? Оказывается, он не строил этот бизнес. Не строил. А его родители передали ему этот бизнес. А родители отдыхают, и он работает. Вот это самое главное. Не то, что он сам строит этот бизнес. Нам самое главное, чтобы есть чем передавать своим детям. Это самое главное. Через 5 лет, может быть, через 10 лет, я всех отсюда вас выйду. С вами я не буду работать. Буду работать с вашими детьми. Вы меня, я вас не хочу видеть. Вы должны сидеть дома и кайфовать. И курить бамбук. Хотите или нет? Вот видите, не хотите. А? С молодыми буду работать. С молодыми, с вами. С молодыми. Да. Вот с вами не буду. Чтобы ваши люди работали. Чтобы вы уже отдыхали. Отдыхали. За счет новой эры отдыхали. Получили кайф в жизни. Понимаете или нет? Давайте что? Не надо всю жизнь пахать, не надо. Сетевой маркетинг построен не для этого. Сетевой маркетинг построен, чтобы у вас больше свободного времени было. Чтобы у вас больше времени отдыхать. А наоборот, вы больше работаете. Но изначально можно, потом уже не надо. Потом надо отдыхать. Сейчас хорошо работать, а для того, чтобы потом отдыхать. Это наша цель. Мы не хотим, чтобы вы всю жизнь пахали на новое.
Это не по-человечески. Мы хотим, чтобы вы передавали свой бизнес своим детям. Это по-человечески. Это понятно. Зачем пахать всю жизнь на новое? Чтобы ваши люди тоже, чтобы ваши дети работали. А не что вы. Вы должны отдыхать. Это уже настоящая истина сетевого бизнеса. Изначально так построили, а мы все переделали. Вы должны понимать, что сегодня мы строим бизнес на много лет, на многие годы, чтобы иметь здоровье и гармонию жизни, гармонии жизни. Это очень самое важное. У нас есть что передавать. У нас есть Мичелин мировой автооборот. У нас компания мировой. У нас перспективная компания. Потому что у нас мы только начали развивать этот бизнес. Да, у нас бригадная компания мощная. Да. С этим параметром вы можете сравнивать с другими компаниями. Потом вы можете сами выводы делать. Стоите ли вы работать в этой компании? С этим параметром вы можете уже вывод делать. 7 параметров. 7 параметров. Да. Поняли, да? Поняли. Завтра у нас будет бизнес, лекции построим, что у нас будет 10 тем, мы будем читать. Каждую тему почитали. Потом у нас будет на сцене сразу поделить опытом. Сегодня мне не будет. Завтра у нас другое будет обучение. Послушай лекции и сразу поделись впечатлением. Завтра будет. Вы готовитесь. Кто боится на сцену, мы будем их выталкивать на сцену. Кто боится. Чтобы все начали выступать. Чтобы все стали лекторами. Да. Тогда у вас будет бизнес. Удваивается. Теперь мы говорим, что мы должны людям показывать, что выбрать на компанию новую эру, да, вы по этим параметрам выбора вашей компании, какие преимущества вашей компании? А? Какое преимущество? Теперь мы должны, я сегодня говорю, понимать суть преимущества, что у нас государственная компания. Все отсюда идет. От этого слова, это весь суть нашего бизнеса. Государство. Весь суть нашего бизнеса. Государственная компания у нас сырье бесплатно. Государственная компания построена маркетинг, чтобы слабые люди зарабатывали деньги, чтобы сильные лидеры зарабатывали деньги. Государственная компания, потому что строили маркетинг трапеции, чтобы масса людей зарабатывали деньги, а не таких угодно. Государственная компания, что сырье от дикой природы. Это все наша суть. От одного слова. Государственность. Но какие преимущества? Почему мы работаем в государственной компании? Какие преимущества перед нами по сравнению с другими частными компаниями? А? Да. Стабильность, да. Вас как зовут? Женя? Очень много знает. Сколько работает? А? Что? Не работаете еще? Такой умный, что ли? А? Телевизор, я помню. Вот вы изучили новое для него. Да? Государство, мы говорим, что участвует в сетевой бизнес. Есть 4 цели. 4 цели. Вы это знаете? А? 4 цели. Первая цель, чтобы сделать этот бизнес стабильным. Стабильность. Вчера я вам показывал. Наша стабильность, откуда стабильность? А? Мы много раз говорили про стабильность. Откуда наша стабильность?
А? От природы конечное государство. Да, стеридем не окончательно стабильность. Да, еще самое главное, что стабильность. Откуда наша? Человечность. А? Человечность. Человечность, да. Государство поддерживает. Государство. А? Вот. Стабильность откуда? Стабильность от трапеции. От трапеции мы говорим. Когда ваши люди зарабатывают, когда много люди зарабатывают, они не уходят из нашей компании, тогда будет стабильность. Стабильность отсюда. Это суть нашего бизнеса. Что мы позволяем, чтобы слабые люди зарабатывали. Когда слабые люди зарабатывают деньги, тогда у нас будет стабильность. Понимаете, да? Когда строите там пирамиду, у вас не будет стабильности. Вы зарабатываете, вверх не зарабатывают, они все уходят. Рано или поздно. Рассыпятся. И когда много людей зарабатывают, трапеция, мы говорим, здесь заложена стабильность. Стабильность заложена. Вот, видите, это не пустые слова. Это все заложено в маркетинге. Первое, стабильность. Да. Второе, это уже надежность. Надежность нашего бизнеса. Где надежность нашего бизнеса? Надежность нашего бизнеса, что когда вы получаете большие деньги в нашей компании, и компания не отнимет вас, ваши деньги. Это тоже очень важно. Другие компании, да, вы знаете, когда вы зарабатываете большие деньги, компания может часто отнимать. Это не новое. Вот эта женщина, она раньше работала в другой компании, она давали 250 тысяч рублей. На самом деле у нее больше. Она говорила, сейчас если будем у нас работать, ей говорит только та компания. Если будем у нас работать, только наша компания работать. Не в новое. По-моему, там 400. Вы это видите? Откуда 400? Значит, у нее были такие зарплаты, но немало. Половину почти. Мы работаем в другой финансовой компании, то же самое. Частное лицо, частная компания, да? Президент, да, когда у него хорошее настроение, зарплата у вас $100 один. Когда у вас плохое, у него плохое настроение, он может отрицать, самородить вашу зарплату. И такое явление в компании новое. Мы говорим, это надежность, что вы зарабатываете сколько денег, и компания вам дает в полном объеме, в полном сумме. Это очень важно. Вы пока это просто не знаете. Потом вы почувствуете. Потом у вас нет еще $100 тысяч. Да. Когда у вас будет $300 тысяч, вы уже думаете, дают мне или нет. Вы будете думать. Страх будет у вас чуть-чуть. Понимаете? Вот страха здесь нет. Надежность. Надежность. Третье, это мы говорим человечность. Человечность нашего бизнеса. Человечность. Что? Накопительный маркетинг. Человечный маркетинг заключается в том, что еще, что когда у вас большая зарплата, когда вы делаете большой объем, да, большие деньги получаете, ваш личный закупка и какой объем очень маленький. Это тоже человечность. У нас попозже вам странно, это сделаю сравнение. Да, 5 параметров. Другие маркетинг, я вам попозже скажу. Человечность. Человечность заключается именно в личной закупке и какой объем. И еще общий объем на закрытие стен. Это тоже человечность. Четвертое – это прозрачность. Прозрачность, конечно, у нас на сегодняшний день, что мы получаем деньги. Мы работаем в другие компании, да? А мы получаем деньги только от нас одну цифру. Например, мы работаем в другой компании, да? Зарплата $3000 на числе. Мы не знаем, откуда $3000. Мы не знаем. Может быть, у нас будет $3200. А может быть $300. Откуда вы знаете? Отняли $100. А в нашей компании вы получаете свою вознаграждение именно 5 частей. 5 частей. Теперь будет 6 частей.
за регенерацию сколько, за объем продаж сколько, за руководство сколько, за развитие сколько, от СНГ сколько и от мира сколько. Там все четко написано. Это мы говорим прозрачность. Здесь есть. Что вы получаете зарплату не в одной цифре, а 6 цифр. 6 цифр. Это тоже очень важно. Да. Поэтому наше преимущество, что компания государственная компания, да, участие с развитием его бизнеса, 4 цели. Стабильный бизнес, стабильный, надежный, человечный и прозрачный. Мы можем сравнить с другими компаниями. Это не можем сравнить. Это наше преимущество. А как грамотно рассказать компании? Да. У нас есть модели выступления. Модели выступления, сегодня я вам тоже говорю, вы можете по этой модели выступать. Да. История, мы вам говорим, сегодня о будущем. Будущее, мы говорим, какое будущее наша компания перед вами, какое будущее. История, мы говорим 1, 2, 3, 4. Мы говорим 1, это что? Мы должны подчеркивать, что наша компания это единственная государственная сетевая компания в мире. Это единственная. Потом следующий вопрос. Почему государственные компании, вы там людям тоже, когда вы выступаете, вы должны тоже говорить, почему государственная компания, вы должны здесь запомнить три что? 3 чиновника. Первый чиновник это премьер-министр Чжу Рongji. Премьер-министр Чжу Rongji, он сделал заявление у нас, на этой книге есть. Чжу Rongji, да, вот. Мы оставили на китайском языке, чтобы ваши китайские друзья могли проверить. Чжу Rongji сказал в 1995 году, что пыльца сосны это очень перспективное направление. Для его развития нам необходимо открывать новые подразделения. Именно с этой целью открылись наши компании под названием «Новая эра индустрии здоровья». Это первый чиновник. По указанию китайского премьер-министра уже создали наши компании. Второй чиновник, это уже первый президент компании, это был вице-премьер-министр Китая. Его должность вице-премьер-министр Китая, Цзоу Jiahua. Мы говорим, что наша компания государственная, потому что в голове нашей компании не стоит какой-то миллиардер или миллионер, как другие компании. Стоит именно китайский государственный чиновник. Третий человек, это уже министр спорта Китая. Мы должны людям это сказать. Пусть они проверяют интернет. Потому что, когда вы говорите государственной компании, конечно, вам сначала не верят, да? Мы должны показывать своим грамотностью. 3 человека. Так, это мы сказали. Потом у нас 4 еще министерства. 4 министерства. Первое министерство, мы говорим, что наша компания образована изначально Министерством обороны Китая. Министерство обороны Китая. В 1980 году. Министерство обороны Китая. Второе министерство, что Министерство иностранных дел Китая использует пыльцу сосны как средство малой дипломатии, вручает его в качестве подарков иностранным гостям. Как на уровне государства дают людям подарок. Когда Буш в 2007 году был в Китае, ему вручали подарок от нашего президента. Там третье министерство, это Министерство здравоохранения Китая, сделало амбициозное заявление, что пыльца сосны в будущем может заменить все продукции для здоровья в мире. Конечно, вы говорите это слово, люди думают, что ненормально. Да? Мы должны им показывать это. На какое основание? Вы должны запомнить эту рисунок. Я сейчас вам нарисую. Вчера я вам писал. Что вы должны... Да. Здесь 6 триллионов. Да? Клеток.
нужно 200 компонентов. А в нашей ПСС сознания тоже есть и 200. Тоже есть и 200. А это 6 триллионов и 200, нужно 200. Это медицина. Мы не можем отписать это. Это медицина. Это основание медицины. А маленькой ПСС сознания тоже есть 200. И поэтому мы говорим, что ПСС сознания может заменить все продукции. Это еще недостаточно. Теперь дополнять, например, если 200 компаний нашли китайцы в Китае, китайцы нашли, это есть, мы говорим, что есть вероятности не поверить. Правильно? Потому что сами себе хвалят. Правильно? Есть вероятность не поверить. Мы говорим, что эти 200 компонентов нашли, ПСС основные, это немцы. Это немцы нашли. Где? В Мюнхенском техническом университете. Это не сам китайцы нашли. Китайцы нашли, можно не поверить. И это немцы нашли. Больше поверить, что немцы нашли 200. А если человеческий организм, да, клетка у нас 6 триллионов, нужно 300. Нужно 300 компонентов. Если мы говорим, что мы можем заменить все продукты, это невозможно. Потому что у нас только 200. Человеческому организму нужно 300. Но человеческому организму нужно не 300, а 200. Вот. А это вы подумайте, здесь, да, вы можете человека убедить. На эту картину можно убедить. Потом вы запомните еще 500, еще 100. 500 что? И французские ученые сделал вывод, что за ближайшие 500 лет человечество так не может найти никакой продукции, которая может превзойти ПСС основные из Китая. А также это не китайцы говорит, это француз говорит. Француз говорит. Да. И то же самое, когда вы хвалите своих детей, да? Посторонние люди, может быть, не поверят. Правильно? Каждый родитель хвалит своих детей. А если учитель хвалит ваших людей, уже более доверите. Согласны? И здесь то же самое, когда самые китайцы хвалят. Да. Есть вероятность, да, там настроение. Но у нас здесь хвалят немцы, а еще французы. А еще какой вывод идет на 500, в ближайшие 500 лет не найдет. Поэтому в течение, мы говорим, сетевой маркетинг существует больше 100 лет. Да, за 100 лет, мы говорим, есть миллионы продукций сетевых компаний, миллионы. А в нашей продукции, это единственная продукция из сетевых компаний. Из сетевых компаний получили самые высокие награды за особый вклад в развитие человечества. Вот это его статус. Его статус. Откуда? Почему он получил единственный продукт за самый высокий наград? Вот здесь, сюда заложено. Здесь заложено. Это, опять же, суть нашей продукции. Суть. Да. Медицина. Это теория медицины. Никто не может описать. Это теория. Есть основа. Вот. Если мы будем так людей убедить, нормально будет? А? Или нет? Нормально или нет? Не нормально? Хорошо? Очень хорошо, да? 4
твердое министерство, это министерство космических промышленности Китая, является официальным партнером нашей компании, официальным партнером, что это поняли. У нас договор с ним есть. В 2005 году вы знаете конкретно, что фонд «Космос Китай» заключил официальный договор с нашей компанией, что они только будут принимать нашу продукцию фонда «Космос». Договор в 2005 году. Вы как вы думаете, вот эта печать можно лепить на каждой продукции, что ли? Эта печать, это ценность. В Китае, мы вчера вам говорили, если 4000 наименований продукции, 4000 наименований, а только выбрали нашу продукцию. 3099. 999 отрицали. Только наша продукция. Почему? Опять же, почему? Только наша продукция. Потому что природная продукция. Это достояние. Многие говорят, Китай женщин знают, концепт знают. Это уже не достанет Китай, там много уже нет. А там все искусство. Нет. Нету это высокой регенерации, нет. Это каждый год. Новые. До бесконечности. 4 министерства, мы говорили. 2, это что? Компания «Новая эра» за 18 лет накопила свой собственный капитал 10 миллиардов долларов. А за 16 лет работы компания «Новая эра» заняла 18 месяцев. Это достижение нашей компании. Достижение. Здесь вот история. Мы рассказывали, что наша компания единственная государственная компания сетевая, да? Единственная. Теперь мы доказывали, что почему государственная компания. Мы тоже доказывали 3 чиновника, 4 министерства. Теперь вот какое достижение новое разделе, такая государственная компания, какое достижение? Вот 2 цифры. Мы все подключили. Все в одном рассказываем. Как нормально? Зажато. Четкое понятие есть? Да, четко. Теперь, такая хорошая компания. Сегодня что случилось в нашей компании? Сегодня китайское правительство, мы говорим, выделили 400 миллионов долларов на развитие, на расширение производства. Если мы говорим, на сегодняшний день выпускаем 130 наименований, после расширения у нас будут 5000 наименований продукции. 5000. Китайское правительство выделило 50 миллионов долларов на развитие международного рынка. Когда у нас будут много продукции, когда наш бизнес развивается в весь мир, тогда что у нас будет? Какое будущее ждет нас? Какое будущее? Да. Какое будущее ждет нас? Компания «Новая эра» будет занимать первое место в мире по товарообороту. По товарообороту первое место в мире. А это состояние компании. Наше какое состояние? Состояние дистрибьюторов какое? Состояние лидеров какое? Состояние лидеров. Да. Soстояние компании будет первое место. Состояние наших лидеров какое? 100 миллиардеров. 20 тысяч миллионеров. 20 тысяч миллионеров. А в будущем у нас еще 3. Еще есть 3 первых места в мире. 3 первых места в мире. Да. 3 первых места в мире, кто знает? У нас на плакате написано. Да. Компания «Новая эра» будет занимать первое место в мире по товарообороту. Будет занимать первое место в мире по количеству миллионеров и миллиардеров. Будет занимать первое место в мире по вкладу в здоровье человечества. Вот это полная картина и суть нашего бизнеса. Все построено логично. Это суть нашего бизнеса.
Сегодня мы вам говорили, я вас спрашиваю, да, что такое новая эра? А? Мы это сделали, чтобы вам легко запомнить. Тоже пользовали вот грамматику. Он, оно, она, они. Он – это новый подход. Почему новый подход? Соответственно, есть и старый подход. Старый подход, что обычно частные лица, частные предприниматели открывают сетевую компанию и работают. Да? Это старый подход. Новый подход, что именно государство участвует в развитии сетевого бизнеса. Государство участвует в развитии сетевого бизнеса, чтобы сделать сетевой бизнес стабильным, надежным, человечным и прозрачным. Это новый подход. Оно – это новое мышление. Новое мышление, соответственно, есть и старое мышление. Старое мышление, что мы зарабатываем деньги в сетевого бизнеса откуда? Только от своей структуры сетевого бизнеса. Новое мышление, что мы получаем деньги не только от своей структуры, еще от структуры параллельных век, чужих век. Это у нас новое мышление. Новое мышление, соответственно, есть и старое мышление. Старое мышление, что мы говорим, что одно наименование базы имеет только несколько или одну функцию. Согласны? Например, как секс, да? Или дохидадан, что делает. Новое мышление, что мы говорим, одно наименование базы может заменить все продукции другой функции. Это у нас тоже новое мышление. Новое мышление. Новое мышление, что, соответственно, есть и старое мышление. Старое мышление, что мы работаем в сетевом бизнесе больше 10 лет. Вы можете зарабатывать 100 тысяч долларов. А новое мышление, что вы можете заработать в сетевом бизнесе больше 10 лет, можно зарабатывать 300 тысяч долларов. На сегодняшний день, благодаря компании Новая, это стало реально. Новое мышление. Она – это новая жизнь. Мы говорим, что наш маркетинг построен как трапез. Нам важно, чтобы масса людей зарабатывали деньги. Когда вы стали миллионером, вы за счет трапеции получаете хорошие деньги, за счет нашего маркетинга, в нашей компании. У вас есть наличные деньги. Вы не будете думать о прошлом. Мы не будем думать сегодня купите хлеб на 9 рублей или на 10 рублей. У вас деньги есть, вы будете думать о будущем. Наличные деньги есть о будущем, что вы где хотите покупать, где думаете покупать квартиру, какую машину буду покупать хорошую. Вы будете думать о будущем. И тогда у вас появится уже новая жизнь. Новая жизнь. Именно новая жизнь. Когда таких людей очень много. Очень много. Очень много. Мы говорим благодаря трапеции, что мы сделали перемены сетевого бизнеса. Начинаются с нас. Что? Это мы говорили про компанию, про понятие новое, про наши продукции. Да. Наши продукты, преимущество нашей продукции. Я сегодня утром говорил, отличие нашей продукции с другими продукциями, что наши продукции это творение, другие продукции это творение человека. И наши продукции это творение природы. Творение человека тоже есть два. Здесь есть химия, есть и синтетика. Вот вся наша суть здесь. Отличие нашей продукции от других продукций. Слоган, как мы вам говорили, слоган «Пояса сосны», да? Да, и бамбук. И у нас построены еще другие продукты, у нас тоже есть. Вчера, кто читал про продукты? Да, вы читали эту книгу, да? Да, вот, там все есть.
там все есть. Когда в процессе нашей работы, да, мы привыкнули, что много говорить, много говорить, много говорить. Да, это у нас старая привычка от предыдущей компании. Мы говорим, у нас новая эра, у вас уже есть уже новые привычки. Когда вы рассказываете продукции, уже новые привычки надо. Не надо много ля-ля-ля говорить. Надо доказывать наши продукты лучше. Доказывать. Мы это знаем. Да? Подвигать. Подвижание продукции. Сразу видно наглядно. Подвижание продукции у нас тоже есть 3 фразы. Кто знает? А? Да. Ровное пламя. Приятный запах. Да. Пепел. Да. И все. Да. Почему мы должны принимать пыльцу сосны? А? Ваш китайский у нас в России тоже есть. Почему именно ваш китайский? Задавали такой вопрос? Да. Потому что в мире существует 100 наименований соуса. Из них только 2 вида можно пробовать. Да. Вы знаете, 2 вида. Эти 2 вида 95% продуктов в Китае. А почему я должен принимать пыльцу? Почему? Да. Тоже есть 3 причины. 3 причины, что принимать пыльцу сосны. Первая причина. Опять, мы должны сказать суть сосны. Суть. Какой суть сосны? Суть – это тысячелетний дерево. Вечно зеленый. В ней содержится генетическая память миллионов лет жизни на Земле. А именно она предусматривает активное долголетие. Мы занимаемся здоровьем. В конечном итоге, в конечной цели здоровья, что? Придавать нашу жизнь. Согласны? Придавать нашу жизнь. Придаваем нашу жизнь за счет чего? Генетическая память. Генетическая память. Это придавает вашу жизнь. Придавает вашу жизнь. У нас уже в Китае есть понятие долгожитель Божий. Долгожитель Божий. Многие люди за счет пыльцы сосны придавали свою жизнь. Это понятие есть долгожители Божий. Да. У нас еще многие люди, многие женщины за счет пыльцы сосны забеременели. У нас еще есть бык, да? Малыш от пыльцы сосны. В Китае нам говорили женщина, лидеры, в ее культуре почти. Она говорит, так много, такая цифра, мне страшно стало. 10 тысяч женщин за счет пыльцы сосны забеременели. 10 тысяч. Поэтому Китай что говорят? Да. Когда женщина принимает пыльцу сосны, станет женщиной. Когда мужчина принимает пыльцу сосны, станет женщиной. Станет мужчиной. Когда женщина и мужчина вместе принимают пыльцу сосны, ломают кровать. Станет женщиной забеременеть. Да. У нас в Питере женщина, ей 50 лет, продали пыльцу сосны, у нее пришел месяц. Да, к старости. Станет женщиной, а мужчина станет женщиной. Да. Энергия и повышение победы. По поводу продукции, преимущества. Да. Вы теперь понимаете, отличие. Почему наши все преимущества мы должны понимать. Теперь мы говорим маркетинг. Преимущество нашего маркетинга. Я вчера вам говорил, что наш маркетинг совершенен. Почему? Потому что объединил все преимущества из 40 ведущих сетевых компаний. А сегодня мы вам говорим, что наш маркетинг лучше. Почему лучше?
Это все идет сравнение. После сравнения мы можем выбор делать. Как сравнивать с другим маркетингом? С другим маркетингом. Есть 5 параметров. Первый. Вы должны сравнивать маркетинг с другим маркетингом, что у вас личный закупка. Личная закупка, я вам говорил, что у нас человечный. Вы закроете 10 степень, вы закроете 5 звезд, делите 2% от мира, делите 4% от СНГ. У вас личная закупка не меняется. 440 пилы. Это 88 УЕ. Вы зарабатываете 200 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. Личная закупка всего 88 УЕ. 88. Обычно другие компании что делают? Чем выше степень, чем больше там личная закупка. Деньги зарабатывают, давайте на компанию. Личная закупка. Когда мы работали в другой компании, там были 300. Каждый месяц купить 300. Личный закупка. А паковой объем, когда мы говорим, паковой объем, у нас тоже человечный тоже маленький. Когда у нас максимально закроет 10 степень и 5 звезд. Так. Паковой объем 3000 пилы. 3000 пилы это примерно 660 долларов в УЕ. 20 тысяч рублей примерно. Да. Нет, 20 сколько? 30. Примерно 30. Вы получаете 4% от СНГ. Теперь уже не 4, уже 6. Да. Побольше скажу. Вы получаете от мира 2%. Ваш паковой объем нужно всего 30 тысяч рублей. Если у вас есть большая семья, у вас каждый месяц покупаете 30 тысяч, не хватает кушать. Как мой спонсор говорил, он каждый месяц покупает насколько 50 тысяч. Большая семья кушает. 50 тысяч пилы, это 11 тысяч долларов. Он каждый месяц кормит свою семью. Семья большая, все хотят здоровья. Другие компании были 3000 долларов. Какой объем? Лично группа сравнивать. Третье, общий объем по закрытию степени у нас минимальный. Общий объем по закрытию степени, 10 степени, не знаю. Общий объем по закрытию степени, самой высокой степени в нашей компании, общий объем по закрытию степени, это 6 веток по 70 тысяч долларов. Это 420 тысяч долларов. 420 тысяч долларов, да. Общий объем. Вы станете уже 5 звезд в нашей компании. В нашей компании 5 звезд. Если будем конкретно говорить, что здесь нам нужно 1800 контрактов. Всего 1800 контрактов, а не человек. Если каждый человек имеет 3 контракта, это примерно 600 человек. Если каждый человек имеет 7 контрактов, это примерно 250 человек. 250 человек. Каждый человек имеет 7 контрактов в вашей структуре. Вы станете здесь интересной цифрой. Тоже освобождение такое. Освобождение что? 2. Это вы будете получить 2% от мирового товарооборота. У вас будет 5 звезд. А вы еще будете учиться в Гарварде. Это конечный итог нашего маркетинга. 250 человек. Если будете грамотно стоить, 250 человек. Да. Каждый человек по 70 тысяч рублей. Все, вы 5 звезд. 2%, 5 звезд и Гарвард. Да. Вы можете сравнивать.
Такой маркетинг не найдете. Здесь четвертый, самый главный, сравнивать с маркетингом, что когда обгоняет, обгон, когда обгоняет вас, мы говорим, линейный маркетинг, как построен? Сейчас. Линейный маркетинг. Линейный маркетинг, почему линейный? Линейный маркетинг ответственность. Линейный маркетинг мы получаем деньги за счет чего? За счет разницы. Правда? Степеня. Разница. Например, обычно линейный маркетинг так. Здесь высшая степень, здесь нижняя степень. Да? Нижняя степень. Тогда у вас деньги есть. Разница. Процент. Когда здесь одинаковые степени, да, вы получаете здесь за руководство, это процент за руководство, здесь разница. А когда здесь ниже степени, здесь выше степени, обычно этот человек отчисляют из вашей команды, отрезать. Мы так работаем. Вы построили гигантскую структуру, но здесь из-за того, что вас обгоняют, вы ничего не получаете. Это очень обидно. В нашей компании мы говорим, что эти минус, вот смертельный минус у нас нет. Мы говорим, когда человек, ваш человек обгоняет вас, все равно вы можете деньги зарабатывать. Например, вы здесь, на 7, под вами есть 9, есть 8 степень. Вы все равно можете получить деньги от этих степеней здесь до 10 поколения, здесь до 8 поколения. Все равно вы можете деньги зарабатывать. Вы это понимаете? Когда обгоняет вас, ваши люди сильные, все равно вы можете деньги зарабатывать. По поколению получаете деньги. И не важно, ваши люди выше вас, ничего страшного. Но деньги, самое главное, деньги. Когда мы работаем в другой компании, все. Это уже не ваше. Они уже не принадлежат вам, а уже принадлежат компании. Вы когда-нибудь работали в линейном маркетинге? А? Суть это вы знаете или нет? Линейный маркетинг такая логика. Когда здесь выше, здесь ниже есть деньги. Здесь одинаковые за руководство. Когда здесь ниже, здесь выше, все, денег нет. Так, это линейный маркетинг. А у нас, когда обгоняет вас, здесь тоже можете зарабатывать, чтобы вы не переживали. Зарабатывать. Так. И пятое, важно. Когда у вас есть одна слоновая нога. Слоновая нога, как у вас есть. А вы тоже можете зарабатывать. Тоже можете зарабатывать. Каким образом? Например, здесь вы 6, под вами 10 степень. 10. Вы можете получить от этого человека 10 степени до 4 поколения. До 4 поколения. Когда вы станете 7, вы можете получить от этого человека до 6 поколения. До 6 поколения. Все равно вы можете зарабатывать. У нас есть один лидер. У него была одна нога. И каждый месяц он зарабатывает 130 тысяч рублей. Одна нога, слоновая нога. Тоже можете зарабатывать. Именно с этой точки зрения мы говорим, что наш маркетинг еще лучше, чем бинар. Бинар вы должны строить бинар 2 ноги, правильно? Знаете это? Вы должны 2 ноги строить. Когда вы получаете с маленьким, правильно, бинар? Когда у вас здесь нет, здесь есть одна нога, вы ничего не получаете. Бинар. Знаете? Но здесь у нас, с этой точки зрения, мы говорим, что наш маркетинг
лучше, чем бинар еще. Что вы сегодня это поняли. Лучше, чем бинар. У нас есть группа бинарщиков. Краснодар. Когда им это рассказывают, они сами начали работать. Они строят одну ногу, что нету второго человека. Вот, ничего не получается. Я до новой эры тоже работал, мне пригласили в другой компании, другой малазийской компании. Тоже там бинар. Одна нога работает, да? Накопили уже 100 тысяч долларов. А эта нога нет. И все, ничего не получается. Вы накопили 100 тысяч долларов для компании. Поэтому многие люди бинарные роботы могут деньги зарабатывать. Они просто не понимают, что они делают благо компании. Когда у них одна нога ничего не зарабатывает. А в нашей компании вы можете зарабатывать. Вы можете зарабатывать. Что вы сегодня это поняли. Что вы сегодня это поняли. Вы наш маркетинг еще лучше, чем бинар. Здесь тоже можете зарабатывать деньги. Когда вас обгоняют, когда у вас одна нога, вы тоже можете деньги иметь. Это тоже суть нашего бизнеса. Это суть нашего маркетинга. Суть нашего маркетинга. А? Теперь понимаете? Поэтому, если вы будете с этой параметром, 5 параметров, вы будете сравнивать с другим маркетингом, найдете лучший. Я вчера вам говорил 5000 долларов. Там вам 5000 долларов. Поэтому с этой точки зрения 5 параметров мы говорим, что на сегодняшний наш маркетинг самый лучший.